Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Ты и он. Что будет дальше между вами? Как сложатся ваши отношения и какой будет финал? Загадайте, пожалуйста, на себя и на своего любимого мужчину. Назовите ваши имена, представьте, что вы стоите друг напротив друга. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какая тут пара. Мне жарко стало. Вы такие классные, вы такие страстные. Вы друг на друга смотрите. Друг на друга. А вы друг другу подходите. А вы сами это знаете, да? Вы и без меня это знаете. И мужчина знает об этом, и женщина знает. Ой, девочки, какая энергия от мужчины идет. У него на вас кровь закипает. Прям бурлит, кипит кровь. Как же он вас хочет, как же он по вам с ума сходит, как же вы его заводите. Господи, да он от всего, чего угодно может отказаться ради того, чтобы с вами побыть. Его эта страсть буквально накрывает. С одной стороны, она ему в сладость. Такую сладость, вот, даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, не с чем сравнивать эту сладость. Такая какая-то сладость неземная. Но при этом оно его и пугает. Да? Пугает, что он над собой полностью теряет контроль. И вот именно страстью живет и дышит. То есть именно так вы на него влияете. Никакая другая женщина никогда на него так не влияла. То есть он даже сам в шоке, он даже представить себе не мог, что он способен на такую страсть, которую к вам испытывает. И вижу, что и у вас от его прикосновений искорки летят. И вы тоже прям зажигаетесь. Но вы какая-то, знаете, более как осознанная, наверное. Вы можете себя контролировать. Вы человек, который может себя и сдерживать, и в руках держать. И вы женщина, которая не дает эмоциям взять над собой верх. А у мужчины такой способности нет. Мужчина полностью становится рабом эмоций. И это его немножко пугает. Да, он иногда сам в шоке от тех эмоций, которые вы в нем вызываете. И от тех желаний, которые у него к вам есть. И от того, что он не может от вас оторваться. И от того, что ему всегда вас мало. Хочется еще. Да? Вот иногда, возможно, он сам с собой шутит и говорит, что буквально я скоро сгорю в этой страсти, да, либо я полностью как истощусь в отношениях с вами, да, скоро я ходить не смогу, все силы, в общем, уходят на страсть. Даже если у вас еще не было близости, да, вы смотрите на мужчину, с кем не было близости, девчонки, если бы вы могли почувствовать, да, то, что чувствует он, такой жары вы нигде и никогда не испытывали. Слушайте, безумие, какое-то безумие. Вы очень друг другу подходите, вы оба это понимаете, вы оба чувствуете, но есть что-то, что не дает конкретики, либо не дает вашим отношениям развиваться. И вы уже не знаете, что думать. Начинаете от худшего, что мужчина не любит, и заканчиваете какими-то, как фантазиями, наверное, да, что мало ли вдруг там какое-то там заклятие, проклятие, порча, венец безбрачия, там какую-нибудь ерунду, да, придумываете. На самом деле я вам скажу, в чем секрет, почему отношения развиваются не так, как вам бы этого хотелось, да, не так быстро, не так динамично. Видите, у мужчины над мужчиной рог кармы висит. То есть ему нужно пройти еще какое-то кармическое испытание и разрезать вот эту связь с его темной кармой. Он не закончил свой путь превращения, метаморфоз. Он
не может получить сейчас разрешение на то, чтобы создать отношения с вами, на то, чтобы создать семью. То есть кармически непроработанный мужчина, он же вас тоже посвятит свою карму, либо он с вами свою карму разделит, и тогда эта карма усилится, кратно усилится. Вот когда он один, это все его. Когда вас двое, то там будет в 4 раза сильнее, понимаете? А вы не заслужили его карму. Не заслужили. Может быть, у него вообще родовая карма. Смотрите, я вижу, что он должен пройти кармическое испытание, и вот когда он его пройдет, по результатам, да, как он его пройдет ли он его вообще, вот тогда вы будете вместе, и тогда у вас все будет хорошо. Ну, вообще похоже, что вы можете стать мужем и женой. Ну, как сейчас все, как дороги к этому подводят. Но это как под вопросом, потому что карму нужно пройти. Сейчас я еще на картах хочу посмотреть, что это карма, что это за испытание. Но опять же, вы все разные, мужчины у вас разные. Ну, может быть, какую-то общую информацию смогу для вас получить. Проблема не в вас, проблема в нем. Вот что вы должны знать. На вас никаких порчей, там, этих венцов, каких-то заклятий, проклятий нет. Это он, это его карма. Не ваше. Про себя плохое не думайте. Плохого на вас нет. Вообще какая-то особенная. Вы хорошая. Это родовая карма. Родовая, и он ее пройдет. Ваша любовь ему поможет. Еще какие-то вы ему подсказочки будете. Да, карма будет похоронена. Пройдет, 100% пройдет. Это семейная родовая карма. Любовь ему в этом поможет. И вы будете ему подсказки давать. Вот не конкретно будете вмешиваться, что-то делать, а вы будете ему говорить, как поступить, так, чтобы вот карму свою закрыть и отпустить этот кармический узел. Да, разрубить и отпустить. Да, да, поможет, пройдет. Давайте еще посмотрим приблизительно, когда и что будет дальше, да, что будет дальше. Так, ну тут уже недолго, девочки, ждать, недолго. Смотрите, опять показывают, что да, закончит, пройдет прошлое, останется в прошлом. Единственное, что мужчине нужно какие-то силы подкопить, силы, да, на то, чтобы пройти свое испытание. И вот, возможно, еще испытание будет связано с тем, что вам придется на какое-то время разлучиться. То есть ему куда-то съехать, переехать, уехать. На время, не навсегда. Но либо вас судьба отведет, пока он будет проходить свое кармическое испытание. Да, потому что не хотят, чтобы вас это цепляло, чтобы вас это задевало, либо хоть как-то на вас легло. Вот как-то так идет. Буквально вот этот год, он год кармы, и у мужчины вот как раз таки все случится. Может, вы уже не вместе, потому что мужчина проходит свою карму. Может, вы в интернете общаетесь, да? Либо вы редко встречаетесь. Если вы переживаете, что там какая-то другая женщина, там любит другую женщину, нет. Нет, он любит только вас, вы единственная женщина в его сердце, в его душе. И еще показано, что никакую другую он не полюбит и не захочет. Вот, чтобы вы для себя понимали. Даже если мужчина вдруг, вот у кого-то окажется, что мужчина не свободный, то, девочки, там женщина для него ничего не значит. Там не про любовь, понимаете? Там не про любовь. Может быть, когда-то что-то и было, но вы особенная женщина, вы роковая женщина в его жизни, судьбоносная женщина. То есть так как вас, он никогда никого не любил и не хотел. Вот про это вообще не думайте и не переживайте. Мне идет, что вы будете мужем и женой. Вы к этому придете, обязательно придете, но придется мужчине пройти свое испытание. Не ваша проблема, да, его испытание, но вы будете ему подсказывать, вы что-то будете ему советовать. Ну, кто-то будет молиться просто за своего мужчину, да, молитвой помогать, добрым посылом, заботливым посылом помогать. Но вот как-то, да, при вашей поддержке у мужчины получится.
Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но получится. К сожалению, многие такие вот аспекты жизни, как кармическая ответственность, кармические грехи, отработки, проработки, они не лежат на поверхности. Да? Нигде нельзя вот найти конкретно про себя запросы и информацию получить, но как бы по судьбе вот все течет плавно и плавно развивается. Мужчина дожил до той точки, когда ему нужно закрыть свою карму, потому что он хочет такую женщину, как вы, себе в подруги, в жены, в суженые. Но чтобы получить такую женщину, он должен быть чист, да, чтобы вас не подставить, да, потому что если сейчас вы объединяетесь перед Богом и людьми, то вы с Ним делите все. И Он с вами делит все. Зачем вам чужая карма? Ваши близкие, ваши предки, духи вашего рода этого не допустят. Ну, это и неправильно, и не должно быть так. Даже если вы говорите, нет, я его люблю, я хочу с ним все поделить. Нет, просто не пустят. Он должен пройти этот путь сам. Свое испытание он должен пройти сам. Вы будете ему подсказывать, вы будете ему помогать, но он пройдет сам. И тогда, вот смотрите, пару, свадьбу показывают люди, вот женщина, вот мужчина, видите, ключ между ними, ключ. Это ключ от вашего будущего счастья, от вашего будущего общего дома. Да, вы будете вместе, но сначала мужчина пройдет свое испытание. Но вы же сами знаете, вы же сердцем чувствуете, что вы любите друг друга очень сильно и что вы прям друг для друга созданы. Вы же это чувствуете. Ваша интуиция, ваше сердечко вас точно не обманывает. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.